Центр детского творчества функционирует с 1960 года. Это единственное многопрофильное учреждение в Сибае, которое представляет собой открытое творческое единство детей и педагогов. В настоящее время в центре функционирует 31 объединение с охватом 1766 учащихся. Ведется работа по следующим направлениям: декоративно-прикладное, художественно-эстетическое, техническое и спортивное. Также в Центре детского творчества функционирует и единственный в городе 25-метровый бассейн, где проводятся тренировочные занятия и с детьми с ограниченными возможностями здоровья. ЦДТ недавно открылось лечебно-оздоровительное объединение. Действует в этом году 3-й год. Лечебно-оздоровительное объединение мы занимаемся лечебным плаванием. Лечебное плавание также входит в все виды 4 плавания, то есть также кроль на груди, кроль на спине, баттерфляй, брас, обучаются учащиеся. Но единственное, по желанию учащихся, дети могут заниматься, то есть хотят они участвовать на соревнованиях или могут и не участвовать. Кроме плавания, в спортивном направлении работают такие объединения, как волейбол, шахматы, футбол и баскетбол. У воспитанников последнего за плечами уже имеются первые победы. Меня зовут Артур, я хожу в баскетбол около 2 лет. Мне очень нравится. Соревнование у нас было во вторник. Мы против Баймака. Мы выиграли. А 27 октября мы поедем в Уфу. Будем играть за республику вроде. Хожу я, год с лишним. Научился многому. Играю на позиции подбора, то есть под кольцом. Соревнований сильно больших не было, но 17 октября будут соревнования у нас. 2003 годов. Баскетбол нравится. Прыгучий спорт и красивый. Я хожу в баскетбол 2 года. Мне нравится баскетбол из-за того, что я увлекаюсь ним. Меня тренеры учили многому чему. Теперь я хорошо кидаю в кольцо, хорошо попадаю точно. Пока секцию баскетбола посещают преимущественно мальчишки. В то же время девчонки в основном выбирают объединение кройки и шитья. Здесь юные модницы изготавливают дизайнерские вещи. Материал для изделий используется, что называется, БУ. Например, старые джинсы могут легко превратиться в новый жилет или сумку. Мы занимаемся в Центре детского творчества. Наше творческое объединение называется «Студия моды». Мы здесь занимаемся, создаем коллекции моделей одежды из различных материалов. Вяжем, шьем. Также используем необычный метод кастомайзинг, переработка старых вещей на новые. Даем вторую жизнь старым вещам и тем же самым экономим денежные средства, делаем разные вещи своими руками. Мы участвуем в различных конкурсах, фестивалях. Неоднократно ездили на международный фестиваль половодья в городе Магнитогорске, где занимали призовые места. Также мы ездим ежегодно в Уфу, Кумертау, и Челябинск. Меня сюда пригласила моя подруга Софья Богомаз. Мы с ней вместе ходим сюда около 3 лет. Мне очень здесь нравится. Мы шьем, вяжем, классные коллекции. Я начала ходить сюда совсем недавно. Меня позвала сюда моя подружка Катя Лебедева. Мне предложили сюда ходить, и я сразу же поняла, что здесь будет очень интересно. Пришла я сюда и сразу видела Ларису Федоровну, нашего учителя. Мне очень здесь понравилось. Тут можно шить, вязать. Мне здесь очень нравится. Помимо этого, в Центре детского творчества есть детская телестудия. Здесь ребята учатся основам журналистики, делают новостные сюжеты, составляют тексты и выступают с ними перед аудиторией. Детская телестудия в центре существует с 2012 года. Вначале работала Фания Факиевна Сарбулатова, она в этом направлении проделала очень много. И было очень много учащихся, которые в этом году уже занимаются 5-й год. Они совместно работали с телевидением, выпускали цикл передач «Аргамак». И эти передачи выпускались также и на башкирском, и на русском языках. Мы занимаемся в детской телестудии, работаем над дыханием,
делаем дыхательные упражнения, проговариваем скороговорки. Вот мы недавно начали изучать скороговорку, самую длинную, Лигурия. Ну, мне это объединение очень нравится, тут весело, позитивно. Однажды мы тут сыграли сценку очень интересную, смешную. Потом, мы еще ходили по объединениям, брали у них интервью, новости. Я лично ходила к объединению «Юный чертежник», мне там очень понравилось. Самая большая гордость центра – это его учащиеся. Они являются победителями, лауреатами, дипломантами международных, всероссийских, республиканских, городских конкурсов, фестивалей и соревнований. Центр детского творчества – это особая страна детства с традициями, радостями и победами. Сегодня вы познакомились с деятельностью Центра детского творчества. Это самое большое многопрофильное учреждение дополнительного образования в нашем городе. ЦДТ, можно сказать, это единый организм, творческий коллектив, в котором работают 72 человека, 39 высокопрофессиональных педагога. Из них с первой квалификационной категории 22 человека, высшей 6 человек и 11 человек молодые специалисты. И могу сказать, что все это развитие, весь этот позитив, обеспечивающий гармоничное развитие детей, создается коллективом под руководством замечательного директора Элизы Гумеровны Киреевой. А более подробную информацию вы можете получить на нашем официальном сайте sdt.sibay.uk.ru. Или приходите к нам. Мы вам всегда рады. Евдокия Титаренко, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.